В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Задержан глава Эмиконского района Михаил Захаров. По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено уголовное дело. Верните наши деньги. Бунт в центре Якутска устроили сегодня жертвы финансовой пирамиды GMMG. Осторожно, нетрезвый водитель. В выходные сотрудники ДПС провели рейд в Якутске, что показала проверка. В столице региона Сахатранснефтегаз начал отключать нерадивых потребителей от газа. По каким причинам? Российские студенты смогут вместо дипломной работы защитить собственные стартап-проекты. Готовы ли якутские студенты к нововведению? Праздник красоты и спорта. В столице региона прошел традиционный республиканский турнир Союза танцевального спорта Якутия. Задержан глава Эмиконского района Михаил Захаров по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Следственный комитет. Установлено, что в 2013 году глава района с целью получения в личное пользование квартиры в поселке Уснера организовал проведение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта о приобретении квартиры для муниципальных нужд. Возбуждено уголовное дело. Глава города Нерюнгри привлечен к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Как установила проверка, один из жителей Нерюнгри в прошлом году трижды обращался в администрацию города. Так как рассмотрение данных обращений не входит в компетенцию городской администрации, они были перенаправлены в Нерюнгринский городской совет депутатов. Однако уведомления об этом гражданину направлено не было. По результатам рассмотрения мировой суд счел доводы прокуратуры города Нерюнгри обоснованными, в связи с чем глава города Нерюнгри был привлечен к административной ответственности по статье 559 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации и назначено ему наказание в виде штрафа в сумме 5500 рублей. Бунт в центре Якутска сегодня устроили жертвы очередной финансовой пирамиды GMMG. Она заработала в Якутии с конца прошлого года и сейчас претерпевает кризис. Произошел он из-за новой системы выдачи денежных средств клиентов в кратчайшие сроки. Люди, доверившие свои деньги по 100 и более тысяч рублей, теперь не могут вернуть их обратно. В офисе финансовой компании по улице Пояркова собрались более 100 якутян с требованием вернуть им вложенные средства. Обманутые требовали, чтобы к ним вышел руководитель финансовой компании. В свою очередь, официальные представители организации пообещали вернуть своим референтам все вложенные деньги. Мы все одинаковые вкладчики. А когда была организована в Якутске? Бывает, документы, свидетельства. Ну, такой документ можно распечатать на принтере спокойно. Тут видно, то, что это распечатанный вариант. А где оригинал? Это копию дали нам. Артем Кабанов у нас вышестоящий. Где он сам? Он Краснодара. И что хотели? Мы всем платим. По-честному переводы делаем. А сколько вообще заемщиков? Переводы делаем мы. Ну давайте мне перевод сделайте. Я А то вот почему вы список отбираете? С 22-го Мы же по списку 4 тысячи человек, они получили по 40 тысяч. К другим темам. Достройка проблемных объектов долевого строительства может стать одной из задач национального проекта «Жилье и городская среда». Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Ранее стало известно, что с 1 июля этого года российские застройщики лишатся права напрямую привлекать средства дольщиков. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу в уполномоченных банках до момента ввода объекта в эксплуатацию. Строительство жилья при этом предлагается вести за счет банковских кредитов. Порядка 30 нетрезвых водителей задержали автоинспекторы за минувшие выходные в Якутске. В рейд с сотрудниками ДПС отправилась и наша съемочная группа. Сотрудниками ДПС остановлена автомашина «Прада», на которой молодые люди передвигались по городу в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент сейчас сотрудники заполняют рапорт на водителя и устанавливают его состояние. В машине находится группа людей, явно в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее количество нарушений приходится на выходные, в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Большинство задержанных автомобилей доставляются на штрафстоянку. На сегодня за
За простой здесь оплата 960 рублей в сутки. Впрочем, по сравнению с прошлым годом отмечается стабильное снижение правонарушений. Так, с начала этого года за 3 месяца привлечено 346 водителей по этой статье, а в прошлом году их было более 430. При повторном нарушении водителю грозит уже уголовная ответственность. Нетрезвый человек за рулем – это опасность не только для себя, но и для всех других участников дорожного движения. Запомните 2 коротких номера – 127 и 112. По ним можно круглосуточно сообщить о любых правонарушениях. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутске Сахатранснефтегаз начал отключать нерадивых потребителей своих услуг от газа. Причин отключения немало. Потребители не заключили договоры на техобслуживание или не прошли техдиагностику. Кто отвечает за эти мероприятия и сколько домов останутся без газа, выяснял Дмитрий Тымыров. Жители первого дома, куда пришли отключать газ, встретили специалистов без энтузиазма. Карманы-то пустые, как жить-то им бедным, они же бедные. А здесь все богатые живут. Для некоторых из них отключение от газоснабжения стало неприятным сюрпризом. Я ничего такого уведомления, может, другим было. А вот здесь на двери висит уведомление о том, что у вас собирается... Сейчас висит оно. Да, вот здесь висит. А я не хожу, лапоньки, на улицу, не выхожу из-за сердца, я могу упасть и все. Причин отключения потребителей от газа немало. Например, в этом доме только у одной семьи имеется договор на техобслуживание газового оборудования. А также в этом доме истек срок эксплуатации. То есть свыше 30 лет уже эксплуатируется газовое оборудование. Поэтому необходимо провести техническая диагностика специализированной организации. А эти мероприятия кто должен? Управляющая компания или сами собственно? Дома, где есть управляющая компания, там, да, управляющие компании, ТСЖ, они заключают договора и проводят все вот эти работы. А дома, где, вот, например, вот этот дом Жарницкая, 17/1, находится на НСУ, то есть непосредственный способ управления. Тут сами жильцы несут ответственность и напрямую заключают договора с ресурсоснабжающей организацией. Повторное подключение подачи газа произойдет только в том случае, если все квартиры этого дома заключат договоры на техобслуживание и пройдут техническую диагностику. Также под отключение попали еще 4 дома. 2 в 17-м квартале и 2 в Сайсарском округе. В целом до конца года потребление газа приостановит более чем 300 многоквартирных жилых домах. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с 8 апреля начнет предоставлять финансирование регионам России для реализации программ по расселению жителей из аварийного жилья. Первыми финансовую поддержку получат 9 субъектов страны, которые представили соответствующие программы, сообщил председатель наблюдательного совета фонда Сергей Степашин. Он также уточнил, что на данный момент в аварийных домах в России проживают порядка 1 миллиона человек. Столько же граждан за счет аккумулированных в фонде средств удалось переселить в новое жилье за последние 10 лет. Увеличить количество вводимых на территории России энергоэффективных жилых многоквартирных домов предлагает Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Это позволит гражданам существенно экономить на коммунальных ресурсах. По программе строительства умных или энергоэффективных домов на всю страну построено всего 175 таких объектов. Энергоэффективные дома позволят гражданам экономить на услугах ЖКХ на 30-40%. Хотя и затраты на строительство такого дома на 10% больше, чем на возведение обычного дома. Также Фонд содействия реформированию ЖКХ намерен выделить регионам 14 миллиардов рублей на модернизацию жилых домов, являющихся памятниками культуры федерального значения. Это должны быть четко просчитанные объекты с паспортами, чтобы было понятно, на что пойдут средства, когда они будут освоены и кто этим будет заниматься, сказал председатель наблюдательного совета фонда Сергей Степашин. В конце марта он заявил о том, что Фонд содействия реформированию ЖКХ намерен обратиться к правительству с просьбой выделить в отдельную строку бюджета финансирование жилых домов, которые являются памятниками культуры федерального значения. В России появится новая медицинская специальность. С 2020 года перечень медицинских профессий пополнится специалистами физической и реабилитационной медицины. По информации Минздрава, в России в реабилитации нуждаются около 20-25 миллионов человек. Это не только инвалиды, но и пациенты, получившие серьезные травмы. Специалист-реабилитолог будет работать как лечащий врач, а не консультант. Медики новой специальности также будут координировать взаимодействие узкопрофильных специалистов с органами соцзащиты
соцзащиты. Врач физической и реабилитационной медицины должен отучиться 3 года в ординатуре. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Российские студенты смогут вместо дипломной работы защитить собственные стартап-проекты. Готовы ли якутские студенты к нововведению? Праздник красоты и спорта. В столице региона прошел традиционный республиканский турнир Союза танцевального спорта Якутии. Это программа «Итоги дня». Мы продолжаем. С этого года ряд российских вузов вошли в федеральную программу, по которой студенты смогут вместо стандартной дипломной работы защищать собственный стартап-проект. Студенты Северо-Восточного федерального университета уже давно начали трансформировать свои выпускные работы в бизнес-проекты. С одним из таких студентов познакомилась наш корреспондент Анастасия Данилова. Иннокентий Иванов – аспирант Института математики и информатики СВФУ. Он разработал систему бронирования аудитории университета, что облегчит проведение различного рода лекций для спикеров, слушателей и вахтово-контрольного пункта. Я, например, как преподаватель или как студент захочу провести лекцию, и мне придется столкнуться с огромной бюрократической машиной, где мне придется 2 дня выбивать право на буквально одночасовое проведение мероприятия, где мне придется заполнять кучу бумажек и так далее. Данная система упрощает все. Диплом в виде стартапа был защищен Иннокентием еще в 2018-м. Тогда он учился в пединституте, а идею разрабатывал под руководством доцента кафедры информатики и вычислительной техники Михаила Семеновича Прокопьева. Сейчас, будучи аспирантом Института математики и информатики, продолжает дальнейшие разработки. Уже создал веб-приложение Rumi.com, способное масштабироваться под количество запросов пользователей. Это позволит использовать систему не только на базе университета, но и в любом помещении с большим аудиторным фондом. У нас много организаций, где есть, например, конференц-залы, которые пустуют. Например, можно было бы такую систему продать какому-нибудь торговому центру, у которого есть такие конференц-залы, различные маленькие мероприятия и так далее. Соответственно, захожу, регистрируюсь, оплачиваю, провожу мероприятие в конкретно указанное время и так далее. Я вижу, что там занято, не занято, свободно, не свободно, сколько это будет стоить, на сколько человек, что мне нужно и так далее. С каждым годом в Якутске растет количество студентов-предпринимателей, которые уже во время учебы работают над своими бизнес-проектами, и многие из них, так же как Иннокентий, защищают их при выпуске. Но стоит понимать, что стартап и дипломная работа – это не одно и то же. Главная особенность стартапа – нацеленность на поиск инвесторов. Мы в этом очень сильно заинтересованы. И то, что сегодня презентуется, это один из наиболее ярких примеров такого стартапа. Нужно просто, чтобы работа, дипломная работа по завершении была готова к внедрению в практический процесс. Его работа Иннокентия, она в принципе готова для того, чтобы ее использовать в реальной жизни. Новый для российского образования принцип защиты диплома в виде стартапов открывает широкие возможности по формированию инновационной среды. Анастасия Данилова, Георгий Григорьев, Якутск. День российской анимации ежегодно отмечается 8 апреля. Именно в этот день, в 1912 году, состоялась премьера первого мультфильма в России «Прекрасная Люканида». С тех пор русское мультипликационное направление занимает ведущие позиции среди мировых студий. А в Якутии эта индустрия остается на достаточно низком уровне. Ежегодно многие якутские выпускники заканчивают центральные вузы по специальности мультипликатор. Но из-за отсутствия специализированной студии мультфильма в Якутии не могут реализовать свои творческие идеи. Из-за этого детская аудитория республики вынуждена смотреть мультфильмы на других языках. К сожалению, у нас в республике нету профессиональной студии, которая бы занималась анимацией. Все, что есть, это любительские мультфильмы или дипломные работы ребят, которые заканчивали санкт-петербургские или московские вузы. В будущем очень хотелось бы, чтобы у нас в республике была небольшая студия, которая называлась бы «Саха-мультфильм». Прикольное же название, да? Саха-мультфильм, которая в год выпускала бы 3-4 хороших мультика. Сейчас это очень возможно, сейчас технологии очень развиваются, и с помощью компьютера можно очень быстро и качественно делать мультфильмы. Редкие сорта сыров, разнообразие сухофруктов и фирменные кавказские специи. Все это и многое другое представлено на выставке ярмарки «Дары Кубани», которая открылась сегодня в здании Саха-цирка. Что еще можно увидеть на прилавках ярмарки, расскажет Саргалана Захарова.
Сыр с 10-дневной выдержкой, полутвердый сыр со специями, мясные деликатесы, необычные фруктово-ореховые десерты «Алани». Разнообразие, которое редко встретишь на прилавках магазинов города. В течение недели выставка-ярмарка «Дары Кубани» будет предлагать якутянам попробовать самые разные вкусы. Сыры, которые выдерживаются на вине, на коньяке, также пармезан наш. Более 40 видов мясных деликатесов, которые делаются исключительно по кавказским рецептам. Также у нас сухофрукты из Армении, которые только найдете на нашей выставке. Это делается более 300 лет в Армении. Это национальные вкусняшки, так сказать. И только можно найти на нашей выставке. Более 40 видов специй для любого блюда, комбинации чаев со вкусом горных трав, ягод или фруктов. Вкусы и ароматы на любой каприз гурманов. А тем, кто не может определиться с выбором, на помощь придут продавцы и консультанты. В первый же день у прилавков собралось немало людей. Многие и раньше пробовали эту продукцию. Остались довольны, говорят покупатели. В том году очень вкусно. Ягненок с коньяком, пожалуйста. Я взяла чай. Я люблю очень чай, все мы любим. Сбор хороший чайный. И взяла сладости, тоже вкусное. Нравится необычно, что есть разнообразие товара, это очень хорошо. Оценить самим дары Кубани можно на первом этаже здания Сахацирка. Продлится ярмарка до 14 апреля включительно, а вкусы и впечатления останутся еще надолго. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск. Прямо сейчас о наиболее заметных и значимых событиях Алданского района расскажет моя коллега Татьяна Вахнина. Здравствуйте. Вопрос с переселением жителей отдаленного села Якакут решен. Из бюджета людям выделены деньги на приобретение квартир в городах и поселках района. Якакутцы занимаются поисками жилья, однако процесс пробуксовывает. Во-первых, в информационном вакууме подбирать варианты сложно. Газеты в село не доставляются, нет и интернета. Во-вторых, выделяемые суммы крайне малы. Люди могут рассчитывать лишь на ветхое и аварийное жилье, а по программе переселения покупка подобных квартир неприемлема. За 1 200 000 нет. Предложение в Ленинском двухквартирное, они ровесники нашего Якакута. Почти. Поэтому поиск очень затруднен. В Алданской центральной районной больнице продолжается деятельность по открытию Центра онкологической помощи на базе городской поликлиники. В условиях дневного стационара будет проводиться полное обследование, а также курсы лечения. Сегодня на учете у онколога состоят более 500 алданцев. Оказание помощи на месте – вопрос немаловажный для каждого. Ожидается, что оборудование поступит в Алдан во втором полугодии 2019 года. В течение 2019 года мы должны открыть Центр амбулаторной онкологической помощи, задачей которой является не только лечение, химиотерапия уже людей с онкозаболеванием, но и раннее выявление онкологических заболеваний. К другим темам. 2 городские библиотеки, семейная РЛ и детская, готовятся к переезду. Помещение на 1-м этаже жилого дома было сдано в декабре. Однако новоселье откладывается. Сначала предстоит разобраться с книжным фондом, часть которого является ветхой. Сотрудники проводят учет литературы и периодики, кои относятся к богатствам РЛ. Работы предстоит немало. Фонд насчитывает порядка 15 000 экземпляров. Что-то списываем, как ветхую, как дуплетную литературу или же устаревшую по содержанию. Оставляем новые издания какие-то. Вот, не знаю, на месяц эта работа будет. Стартовала последняя четверть учебного года. Для учащихся 9 и 11 классов она является не предвестником свободы, а ступенью к выпускным экзаменам. Ежегодно порядка 40% девятиклассников отправляются в СУЗы. Будущее они видят в основном в технической сфере. ЕГЭ в этом году будут сдавать почти 300 человек. Знания по основным предметам, русскому языку и математике покажут практически все выпускники. Определились 11-классники и с экзаменами по выбору. Самый популярный предмет выбрали выпускники – это обществознание, 117 человек. Сдают физику 58 человек и биологию 50. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией. Праздник красоты и спорта. В минувшие выходные в столице региона прошел традиционный республиканский турнир Союза танцевального спорта Якутии. В соревнованиях участвовали 84 пары. Все подробности у Дмитрия Аргунова.
То, что соревнования пусть по спортивным, но бальным танцам проводятся в неспециализированных помещениях, на наш взгляд, это упущение. Теряется как минимум атмосфера. Но организаторы турнира «Союз танцевального спорта Якутии» постарались отыграться на географии и представительности судейского корпуса. Главным судьей соревнований выступил судья всероссийской категории, член Национального судейского комитета Федерации танцевального спорта России Александр Веретенников из Хабаровска. В судейской коллегии также работали Ирина Лисенкова из Нижнего Новгорода и Дмитрий Стацюк из Владивостока. В соревнованиях приняли участие 84 пары. Впервые не только из республики. Ленск, Мирный к нам приехали прежде всего. К сожалению, не смогли добраться наши коллеги из города Нерюнгри в связи с транспортной ситуацией в нашей республике. Но зато к нам прилетели гости. Впервые за очень долгое время прилетели гости, участники из города Хабаровска. Финал соревнований самый зрелищный. Участвуют не только спортивные пары, но и спортивные коллективы Федерации черлидинга, акробатического рок-н-ролла. В группе молодежи блистали победители первенства России среди пар Дальнего Востока Александр Осипов и Софья Шпачинская. Аплодисменты зрителей – лучшее подтверждение мастерства спортсменов. Ведь мы должны дать детям возможность реализовать себя во всех тех направлениях, спорта, которые сегодня существуют, раскрывать свое мастерство и свой талант. Соревнования такого уровня подготовки и проведения не могли бы быть проведены без поддержки ведущих ведомств, предприятий республики, таких как Министерство внутренних дел, Арктический институт культуры и искусств, ведущие республиканские финансовые организации. Большое им спасибо от всех нас, от Союза танцевального спорта, от тренеров, педагогов и от наших родителей, конечно же, от наших детей. Именно общими усилиями общественных организаций, спортивных федераций, партнеров Союза танцевального спорта республиканский турнир прошел на высочайшем уровне. Дмитрий Аргунов, Якутск. Таковы итоги дня. Мы продолжаем следить за развитием событий. Всего доброго.